То, что есть у меня вам сказать, это то, что мы объявляем набор. Я думаю, что про это уже все знают. Объявляем набор мы, ну, чисто формально, значит. Я надеюсь, что 5-го я выставлю уже на сайт объявление о наборе, ну, и будет возможность уже записываться. Опять же, сейчас у нас запланировано, что 13 ноября, это пятница, 13-е, мы сделаем презентацию программы, ну, специально чуть-чуть дальше, чем начало набора, чтобы создать дополнительный информационный повод, ну и дополнительное внимание. Вот. И опять же, пока что в смысле некого пиар по отношению к набору, у меня есть только традиционный набор, ну, то есть все те традиционные СМИ, которые, сообщества, которые у нас есть, по которым мы обычно распространяем информацию, они будут задействованы, плюс, на сегодняшний день у меня есть там договоренность с двумя этими самыми на интервью. Это Ситидок, я надеюсь, что будет интервью, но именно по программе, по-моему, и Белорусский журнал. Вот. Но это в любом случае аудитория, может, Ситидок чуть пошире аудитория, хотя я не знаю, кто там читает в приложении их беды. Вот. Ну, в общем, это аудитория стандартная. Наша стандартная аудитория, с которой мы 5 лет работаем, и, в общем, примерно знаем ее внутренний потенциал и возможности. Вот. И у нас есть время на то, чтобы задуматься и, возможно, совершить какие-то дополнительные телодвижения по выходу на другие аудитории. И поэтому я бы хотела обсудить, поговорить про то, собственно говоря, кто нам нужен, где нам их искать и каким способом. Вот. При этом я так понимаю, что если смотреть на наши школы, то там все-таки нужны немного разные люди. Каждая школа все-таки ориентирована на какую-то там более или менее специфическую аудиторию, но тем не менее у них есть какие-то общие характеристики, связанные с непрагматичностью нашего предложения и нестандартностью его, в смысле. А какие школы точно будут? Точно будет 4 школы. Будет методологическая школа, будет школа Игоря Бабкова по истории идей, будет школа ВКЛ, диалог со старшими, и будет школа социально-философской аналитики, которая будет сконцентрирована над работой над текстами. То, что я понимаю, из того, что я мне писала. Вот. Вот когда на проектной сессии как-то обсуждали, да, и тогда что-то тоже затрагивали эти возможные целевые группы, и говорили там про людей с неким там кризисом, да, самопредзенческим, или каким-то таким экзистенциальным. Да. И мы даже тогда как-то эти группы там обозначали. Программисты, мы обозначаем профессиональные группы, в которых теоретически могут найтись такие люди. Да. Обозначаем. Вот, так может подумать, как проникнуть в какую-то среду там, опять же, программистов, там, наверняка это какое-то такое. Я бы начал, скажем так, если отвечать на эти вопросы, которые как накидал, да, то первый вопрос это кто наша целевая аудитория, то есть к кому мы обращаемся, распространяя этот призыв. Мы даже частично отметили, что да, на проектной сессии, да, то есть он может быть не сильно детализирован. Уже на этом шаге, допустим, при попытке определить, тут встает вопрос, мы пробуем, скажем так, есть 4 школы и есть крыша летучего университета. И мы пытаемся сформировать такого усредненного, скажем,
студента, ну, абитуриента, ладно, ведущего, либо все-таки стоит сегментировать и провести Разные там школы пиарить как бы по-разному, отдельно. да. То Мне есть, кажется, что нет. ну, а вот для меня как бы этот вопрос, ну, стоит как-то, скажем так, ну, аргументы за и против. То есть почему Ну, аргумент как бы против, для того, чтобы действительно вот так вот сегментировать аудиторию, да, то есть нужно как минимум провести некое подобие исследований, да, то есть того, кто там, не знаю, кто составляет этот сегмент, да. Не очень понятно, про что. Во-первых, против чего, а во-вторых, ты про что? Против того, чтобы делить вот, ну, как я понял, то есть Иван спрашивает. Вот Иван говорит, надо ли нам искать отдельно специально для школы ВКЛ, для школы, ну, то есть выделять для них целевые группы или сформулировать такую целевую группу для, как это, идеальный студент летучего университета. Да, как бы усредненный. Ну, так ты против чего? Да я против деления, я за усредненный. Понятно, почему? Ну вот я говорю, что для того, чтобы это дифференцировать и как бы описать хотя бы вот эту отдельную целевую группу для каждой из школ, нужно как бы подумать про это, да, и как-то... А и ты там желательно- 4 раза думать, а здесь один. Грубо говоря, да. Грубо говоря. Ну, мне так как раз кажется, что, ну, как бы, про 4 попроще. Ну, в смысле... проще, потому что каждая школа, наверное, ну так, напрягшись, она может сказать, Ну, собственно, там- мы видим идеального студента Ну, своего такта. в двух они даже есть эти описания идеального студента, ну, в смысле, кому предназначено, ну, в смысле, по там, социальным группам. Ну, у социальных аналитиков и у школы ВКЛ, там в самом описании они про это проговаривают. Мы тоже проговаривали, но у нас более абстрактная категория, ну, в смысле, это не связано с конкретными там этими настоящимися группами. Ну и по истории идей там, наверное, тоже можно себе представить какой-то круг, то есть это достаточно легко представить и легче, мне кажется, представить, чем этого самого, но тут есть риск, что мы пойдем, ну, как бы искать студентов для именно этих школ, а не для летучего университета. Ну, то есть тематически они... Вот если ничего не поменялось, то студенты школ будут перемешиваться вот, на определенных курсах общих. Ну, если получится. Встречаться. Ну, Возможно. Ну и прежде всего, ну и будет на вот этих совместных курсах происходить, скажем, такая синхронизация об определенного рода курсах. Ну, то есть, как бы они, если слушать общий курс, то там будет происходить некое обохульнение. Я, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я пока, честно говоря, не очень вижу в представлениях тех, кто школу не заявлял, что для них будет обязательно, например, эти общие курсы. Ну, то есть, что-то да, что-то нет. То есть, Ну ладно, а в чем мысль состоит? Ну, Ну, допустим, да. допустим, они будут Я встречаться. как бы это зарисую. То есть вот, ну, у нас вот есть некая крыша, и под ней собрано вот 4 школы. Да, там. И вот, в принципе, у каждой можно сформулировать там своего идеального там, студента. Вот. И, собственно, у нас вот можно две стратегии. То есть одна стратегия, мы формируем некого усредненного, да, то есть вот, ну, и делаем набор вот так. То есть мы набираем усредненного, а после этого они там раскидываются по школкам. Либо наоборот, мы набираем... А потом их усредняем. Да. Слушайте, а если вот как бы такой вот принцип, да, набирать просто, ну, я так фантазирую, да, летучий университет, а потом, ну, не знаю, какой-то устроить вот типа этот там кастинг, Называется уже профилизация. типа да, Предлагаешь Ну, принцип волшебной шляпы. волшебная шляпа. Мне очень нравится сама эта идея, но здесь должна быть высокое желание просто абстрактно попасть в летучий университет на какую-нибудь школу. Я боюсь, что мы тут не наберем, тем более, что, ну, как бы, в общем... Да, то есть пиарить просто крышу университета, это, она требует как бы такого имиджа очень
Да. Там супер место, где из тебя в любом Да, случае Да. сделают мага. А что, не супер еще? Да? Мне кажется. Ну, это, конечно, супер. Ну, это ж Давай мы себе сделаем мага. Не, ну вот я все-таки думаю, что скорее это, логичнее и скорее пойдет вот скорее вот так, а потом мы можем обсуждать вопросы гармонизации. Ну и я тут, ну, по крайней мере. А? Гармонизация образования. Гармонизация, да. То есть я тут думала, ну, как минимум, что нам надо было бы после набора, ну, в этих школ, да, этих студентов школ собрать на там, первую лекцию для всех вместе, да, потом там про игру, да, то есть про то, про Напоить их что, там. это отдельно. А про то, про что, там, вряд ли, ну, у нас на отдельных курсах будут, ну, воспроизводиться, ну, то есть, как бы задать им эту общую крышу, ну, более или менее, ну и дальше искать еще какие-то там дополнительные отбивки. Но это уже действие пост. Ну или. Ну, вот как... То есть уже тогда, когда кто-то собрался, да, ты имеешь в виду? Да. Ну, то есть такая набор и перемешивание. Да? При этом ну, можно подумать, как это перемешивание сделать еще до начала занятия. Чтобы человек, допустим, записался на одну школу, потом происходит ну, какая-то, скажем так, презентация остальных, и он такой, о, я могу записаться еще в одну, например. Ну, не ходить одновременно, две в одно и то же время. А потом будет пересекаться по времени. Я боюсь, что да. Ну, У нас, боюсь, не так много физического времени. школы Так это тогда, достаточно когда- интенсивные вещи. Это как бы вот ну, попытаться записаться сразу на две, Ну, по-моему. Ну, то тогда есть- вопрос нет, как бы, тогда надо в каждую школу отдельно собирать людей. То есть это, ну, если это... Они, понятно, они будут даже по факту собираться отдельно. Вопрос у меня, ну, как бы мой вопрос, стоит вот в чем, что по стандартным этим самым направлениям пиара, да, мы пройдемся. Ну, то есть во всех стандартных местах, до которых у нас доходили наши руки, мы повесим объявки, сделаем презентацию, наверное, там что-то еще можем сделать. Но это будет все, ну, как бы клуб, по которому мы ходим пятый год, ну, в смысле, поле, то же самое. Ну, просто я как-то предложил сделать первый шаг. Второй шаг, на самом деле, если мы знаем целевую аудиторию, то ну, там надо ответить на два вопроса. То есть, что мы такого уникального ей можем предложить, ну, то есть, вот именно, что мы ему можем такого сказать, чтобы они прям поперли за этим. Да? А второе, где мы их можем найти. То есть, это вопрос, куда разместиться, он такой уже, ну, скажем, идет следующим этапом. Последний. Я понимаю, да. Поэтому, ну, я тут скорее хочу первый вопрос. Так, кто нам нужен? Ну, и если там... Не, а вот тогда ты говоришь про методологическую школу, да? Кто-то нужен. Кто Кто-то нам может быть. Я говорю про все. Про методологическую в особенности, я лично, конечно, озабочена, но, в общем, я озабочена и всеми остальными тоже. Как пример, начинать так, если ты же методологическая школа. Все равно там достаточно узкий круг, наверное, людей, которые может. Для разных школ, наверное, разные аудитории вообще выполняют. Да, мы это и обсуждаем. Для разные или... То есть какой-то, конечно, общий признак у нее должен быть. То, что мы там раньше обозначали как желающие странного и так далее, но в общем и целом, поскольку там совершенно разные задачи у школ, совершенно разные программы, то я не думаю, что студент здесь будет как-то слишком уж совпадать. Это как рассчитывать, что если в БГУ там набирают студентов сразу целый набор, что они все подходят по какому-то параметру. Слушайте, а что нам сейчас известно про то, там, какие те самые группы, какие те образы идеальных студентов у нас уже существуют для разных школ? Ну, то есть там что-то есть в описании, как ты говоришь? Ну, да, есть описание у социальных аналитиков, там есть даже перечисление, в общем, тех, кого туда ангажируют. И что это? Ну, то есть я этого описания не видела. Правильно? Ну, Лучше бы ну, как обсуждать это абстрактно. Ну, в смысле, Ну, вообще это подавал в документах, единственное, что он может не в общем пользовании. Да, по-моему, я, может, это понятно. пропустила. Журналисты Нет, поняли, нет, там, конечно, никаких. конечно. Ну, я могу сейчас вот, минуту открыть и еще раз перечислить, кого мы имели в виду. Там были журналисты,
исследователи, ну, которые связаны с социальными науками. В общем-то, блогеры, основное, что мы предполагали, что это люди, которые так или иначе работают с текстами. Ну, то есть, соответственно, базовая у них установка на то, что они хотят писать тексты на социальную тематику и хотят, чтобы их читали. Но читали не просто там по принципу лайк, не лайк, а читали вдумчиво с какими-то советами, возможно, с какими-то критикой и так далее. Поэтому у нас вот и соответствующая аудитория. Да, это могут быть молодые исследователи разного уровня, которые по понятным причинам пишут свои тексты как часть академической, в общем-то, практики. Это могут быть журналисты-блогеры, которые тоже пишут тексты просто в силу своей либо профессиональной ангажированности, либо, ну, что называется, такой пожизненный интерес писать в блогах. Это могут быть, ну, это вот самое у нас, конечно, под знаком вопроса, хотя и все-таки рассматриваемые. Это представители политических партий и общественных организаций, активисты гражданского общества, которые могут быть заинтересованы в продвижении своих идей в обществе. Но имеется в виду, что в принципе, так или иначе, все наши политструктуры имеют свои там, отделы по связям с общественностью и прочими, то есть им это в принципе может быть интересно, но, конечно, на практике не знаю, насколько хоть какая-нибудь из этих политических структур заинтересуется такого предложения. То же самое это касается НЖОшек, то есть там точно так же могут быть интерес в сфере того, чтобы лучше понимать общество, в котором они действуют, лучше понимать, как к нему обращаться, то есть какие тексты ему писать, да, ну, опять же, насколько это востребовано у них на уровне сейчас понимания, не знаю, это надо с ними работать. Ну и вообще любой человек, который так или иначе хочет что-то понимать в окружающей социальной действительности и пытается это как-то для себя рефлексировать, возможно, заносить в виде текстов, возможно, не заносить, но это уже такой наиболее шаткий контингент, который, что называется, может прийти, может не прийти. А у историков какое-то? Понимаете, я хочу обратить ваше внимание и свое на то, что кроме определения вот этих тематических профессиональных полей, людей, которым это могло бы быть интересно, для меня главной проблемой или вопросом является то, что это должны быть люди, которым не просто там это интересно или прагматически важно, что-то понимать про это самое, которые готовы будут 2 года, раз как минимум в неделю, а то и 2, ходить на какие-то занятия. И это их характеризует совсем по-другому, чем просто там заинтересованных в чем-нибудь разобраться. И это просто там дополнительная характеристика. Потому что у историков там Профессиональное сообщество. Стандартно, да, в основном профессиональное сообщество, плюс экскурсоводы, культурологи, тоже журналисты, в общем, все, кто вокруг. При этом я понимаю, что если как бы думать про распространение информации, да, что мы должны сделать, чтобы мы должны думать как бы тогда 2 раза, да, то есть первый раз это про, по традиционным путям, если у нас есть примерное определение там, не знаю, профессиональных или каких-то там сфер по интересам, да, которые, в которых это там может жить, типа там журналисты, исследователи, общественники, историки, экскурсоводы, то можно, пытаться привести информацию целевым образом туда, то есть в какие-то каналы, которые там как-то живут. И второе, но это проще, это не очень просто, то есть что-то для нас доступно, что-то недоступно, но нужно посмотреть, что в этом смысле. А второе, это тогда попытка, пихать туда, где живут такие люди, которые, со сложностями, которые, да, с ориентацией на описание этого какого-то, уже качественного, каких-то качеств человека, а не его профессиональных склонностей. И я про это вообще как-то даже не знаю, как подумать.
про такого рода направления, ну, в смысле, про реализацию такого рода установок. Ну вот нет на вас сейчас Игоря Бабкова, То есть и это я бы какой-то- попытался за него сейчас сказать. На самом деле, ну как я это сейчас вижу, вот такой общий пиар, что называется, всего университета, всех программ сразу, мог бы делаться за счет как раз вот того магистра юри, который избран в качестве общей формулы, да, вот пиарить как раз то, что мы вот даем такой уникальный шанс, да, получить вот эту виртуальную степень, да, раскручивать ее в контексте Гесса, возможно добавить в ней еще какие-нибудь свои вертона, ну там белорусского контекста, и пиарить именно то, что вот это такая вот интересная новая фишка. Ну, в этом смысле, как бы... Я понимаю, ну, в смысле, что нужно пиарить? Просто где? Я не понимаю, где. Да. И накладывает ли, ну, в смысле, и дает ли нам описание того, что мы пиарим, хоть какое-нибудь понимание, не знаю, ограничение, направление про то, где это должно быть. То есть, ну, это можно делать везде. Ну, то есть везде, где нам доступно, мы можем это делать. Но направляет ли нас это хоть куда-нибудь? Ну, не знаю, знаем ли мы места, в которые вот, ну, вот, в которых именно нужно как бы эту уникальность обязательно проявить, обозначить и направить свои усилия для того, чтобы она там стала. Если про точечные Не места, в знаю, каждой какие-нибудь школе они сумасшедшие есть. дома, в которых вот Сумасшедшие дома живут лучше именно не эти надо. сумасшедшие люди, которые готовы на это повестись. Вот я про что. Ну, в принципе, эта логика, если мы, допустим, цепляемся за университет игры, да, то мы можем там опираться на игру как ценность, то есть искать тех, для кого она представляет ценность и интерес. Ну, и оно сразу направляет наши места поиска в такие группы по интересам. Ну, те же вот ларты. Да, Кто? Ну, ларты? ларты, да. То есть играют за разные игры. Там. При этом я видел, там люди очень разные. То есть они вообще из разных мест приходят туда. Там, и видел девушку в ПРОН работает, там, и так далее. Тоже одна девушка есть, которая туда приходит. Разные там люди приходят. Вот, ну, это вот как пример. То есть, если мы цепляемся за какое-то внутреннее качество и внутреннюю потребность, там, ищущее странного, то мы ищем такие сообщества странных, да, там, не знаю, там, футурологов можем поискать, там, не знаю, типа клуба Бобровича попытаться найти похожие такие образования. Вот. Но есть и более затратный путь. То есть, если мы, так скажем, если есть возможность пошуметь, то можно просто довольно громко заявить и просто ждать, кто сам придет. Но для этого... А громко заявить это где? Ну, например, тут Бай, который как из пушки по всему... Ну, это блок то же самое. Громко заявить это бросит такую информацию, которую будут перепечатывать все без исключения СМИ. Ну, послушайте, ну и про Тутбай я понимаю. Я, правда, не уверена, что они напечатают наш материал, ну, просто по предыдущим этим самым. Но теоретически это можно там, да? Но, Это может быть наша Нива, другие такие уже. ну, я просто уже сказала, да, по всем Особенно если напишет Бабков, так это будут тиражировать от и до. Это будет тиражировать в нашей книжке, там, Архе, да, то есть это там, где мы, то есть мы там разместим эти объявления. И это все тот же круг, который приходит к нам уже 5-й год. Ну, то есть... Да. Может быть, что военная академия разместит этот круг, нам еще не приходил. Ну, смотрите, я как-то работал в рекламе, там, и чтобы понятно было, вот аудитория нашей Нивы вот такая, а аудитория Тутбая это вот как эта комната. Ну, вот, чтобы было понятно, что значит разместиться на нашей Ниве и на Тутбае. То есть, и действительно, если там те, кто готов перепечатывать с Бабкова, мы ходим примерно в той же аудитории, в которой ходили всегда. То есть, в принципе, каждый мастер, он проведет мини-компанию среди своего окружения. То есть, и это принесет определенные плоды. Но, скажем, новую аудиторию это вряд ли привлечет. Я вот не читаю Тутбай. Не читаешь? Я думаю, что многие из нас не читают, но мы же как раз хотим найти тех, кто как бы не с нами. А вы бы меня не нашли, если бы искали. Через Тутбай. Через Тутбай. Для тебя официально Евробеларусь напечатали. А у меня Фейсбука нет. Вот все пропало. Но вопрос, опять же, чего мы тут добиваемся? Если самого широкого распространения аудитории охват населения Беларуси, то тогда это, конечно, ресурсы типа Тутбая, которые с максимальным количеством пользователей.
Ну, Если нам нужен специализированный Иисус, тогда действительно надо определяться какие. мы можем рассуждать обеим путям. Да? Реально то и другое. Взяли то и другое. Ресурсы с самым большим охватом, доступные до нас хотя бы теоретически. Тутбай. Что еще? Онлайн Веб-сайт. есть? Онлайн. Да, Онлайн. Я не представляю себя ничего подобного. Ну, в разделе онлайн можно. В разделе, что там у них? Наверное, есть какой-то досуг, развлечений, еще Да что-то? нет, Ну это, это такая пушечная стрельба, тем более, Объем, да. пушечная стрельба еще и в том смысле, что если там, допустим, даже на Тутбае появляется этот материал, то он появляется, ну, вы представляете, да, в заднем нижнем углу этого самого. То есть это, а при устройстве Тутбая это найти еще А надо. пока вы не готовы делать пикет Если- перед домом правительства, чтобы вас повязали. Да, тут как бы одно дело выбрать, куда мы хотим попасть, и такой вопрос, и как туда попасть. Потому что, допустим, у онлайнера я могу себе представить формулу, поскольку мы с ними работали почти там 3 месяца. Вот там есть раздел люди, то есть высказывание мнений. Ну и надо сформировать так мнение, чтобы оно вот так вот поперек общественного, так вот, ну, там еще громкий заголовок, там, ну, который там, не знаю, что-то утверждает про Беларусь, про общество, и вот взрезает как бы, ну, привычный образ мыслей. Ну, что вызывает, собственно, такой желтоватый скандал. Тогда оно, ну, там, выстреливает и набирает, ну, и онлайну это интересно разместить, потому что они понимают, что это как бы такая провокация. Вот. А как попасть на Тутбай, ну, допустим, я хуже представляю, но в этом плане могут быть действительно спланированы определенные мероприятия, которые с точки зрения журналистов, ну и Тутбая, они могут быть интересны и востребованы. То есть это могут быть дискуссии, могут быть, ну, какая-то по острой теме для Тутбая, ну, как ивент или публичная лекция. Ну, я не знаю, то есть это надо специально немножко пообщаться с редактором. Женевская про игру поговорить в каком-нибудь контексте. Закройте Очень культурно. Ну, Одесса там, да, там нужно было. Почему Да? да? Хорошо. Лучше не Чернявск, лучше Алексеевич, ее сейчас все читают. Догоните. Догоните называется. Догони Алексеевич и попробуй с ним поговорить. А вы же догнали в аэропорту, чего ж не взяли? Такой на телефон. Маскевич, пожалуйста. Пару слов не Тутбая. Ну, с этими большими, понятно, да, меня скорее интересуют, ну, более целенаправленные аудитории, которые мы не затрагиваем. Потому что, ну, кто к нам приходит сейчас, да? Это приходят эти активисты НГОшные, ну, так. А кто-нибудь проводит, кстати, статистику? Да, По тем, Саня кто проводит. записывается. Всех видим. Ну, статистики у меня нету, чтобы вам показать, но в целом это примерно это самое. Это читатели нашей Нивы, РП и всех этих самых, ну, то есть это преподаватели, учителя, ну, то есть участники всякого разного рода культурологических, исторических, социальных и прочих проектов, в основном. А у них спрашивалось, пусть кого-нибудь, откуда дают информацию? Нет, не спрашивалось, ну и, ну, как бы... Ну, то есть, ну, этот круг мы, ну, как бы, нами охвачен. Какой круг, опять же, Те, кто приходит. Всех, кто включен в разнообразные неформальные или там НГОшные активности. Да? ну, это очень аморфное понятие. Ну что значит все, кто включен? А кто не включен туда? Те, кто не включен, да, туда не включены там люди, которые занимаются бизнесом. Я вот не знаю, туда там, не включены. мой сосед включен, не включен туда, например. Понял, а Знакомьтесь. что вы хотите сейчас сделать? Да. Да. Что-то непонятно. Я просто не могу понять, кого мы пытаемся выловить, при том, что у нас изначально достаточно аморфное представление о том, кого мы уже выловили. Но я понимаю, что в целом мы можем сказать, да, это что-то связанное с НЖЖО, да, это люди, связанные с системой образования в целом. Но опять же, явно не все системы образования, какого-то узкого сегмента. Опять же, не все НЖО, я думаю, а опять же некий узкий сегмент. Не то, что ты не изучал на самом деле.
Может, мы там действительно ловим Евро-Беларусь, что называется, все, кто читает. Все, кто читает газету «Наша Нива», и, в общем, на этом замыкает. Ну, я про это, в общем, и говорила, да. Ну, тогда у нас вопрос, как выйти за пределы вот этих 2-3 ресурсов. Тогда действительно есть смысл закидывать широкую сеть на всякие тутбай-онлайнеры, то есть делать для них материалы, которые будут для них вкусные и интересные. Это должны быть имена, это должны быть громкие тезисы или громкие названия, которые их могут привлекать. И, опять же, давить, как это вот Баковый, давить на уникальность, эксклюзивность. И тогда есть шанс, что множество людей, которых мы никогда не хватили, вряд ли охватим, потому что они не в нашем кругах тусуются, получат по меньшей мере информацию. Как они уже не воспользуются, это другой вопрос. Но когда есть ссылки на такие глобальные ресурсы, там всегда проще там, расходится дальше информация по кругам. Поэтому вроде уже договорились по третьему разу. В смысле, что все, что мы можем сделать в этом месте, мы как бы делаем. Ну, то есть мы не упускаем это из виду. Так а что мы делаем? Дать сухой аналитический материал на Тутбай, это действительно погребсти его на 35-ю линейку прокрутки в правом нижнем углу. Слушайте, да, Тутбай, ну, я уже сказала, у нас вполне возможно, что с каким Тутбаем не получится, сколько бы вы красивых материалов не делали просто, потому что Тутбай не опубликует материал, который дадим им. То есть у них бан на летучий университет. Да. Частично. А личный или подготовленный? А? Ну, личный или... Лично здесь его не нравится или это... Ну, я не знаю, кому там не нравится, но, ну, то есть мы, единственное, чего мы могли всегда добиться, более или менее, это выставление интервью Глеба Лободенки перед публичными лекциями. Ну, так может это опять же, что называется, напрячь Глеба? Да, Павел, но это, вот я объясняю, что то, что читают в интервью Глеба Лободенки, это прочитают все те же, кто читал его эти самые. Это аудитория, которую мы даже по этим самым, по адресам разошлем. Ну, то есть... Ну, вопрос не в том, чтобы, опять же, подготовить интервью. Я же говорю, это должен быть материал, который был бы интересен Тутбай. Это надо, вот, что называется, брать креативную команду, там, не знаю, бабков и нимпадистов, такого рода людей, и вот креативить что-то такое, чтобы могло, чтобы Тутбай сам забрал, а не мы ему навязывали. Да, эта идея понятна. То есть тут вроде бы как бы даже без Бабкова с нимпадистами дальше ее развивать, наверное, Ну, то есть у нас нет смысла, да. Первое, как добраться до крупных ресурсов, чтобы сказать погромче и красиво, или немножко не так, как мы говорили раньше, или так, чтобы они все-таки опубликовали, ну, в общем, так, чтобы сделать это громче. Это первый вопрос. Второй вопрос, надо ли нам думать о том, как добраться еще куда-то, ну, как бы, где мы думаем, живет вот это вот, ну, тематически. Можем ли мы как-то определить области, где живут там люди игры, люди, желающие странного и так далее и тому подобное, для того, чтобы пытаться добраться с другими, да, люди, пишущие тексты, не в смысле через баш объявку, потому что мы в баш мы пошлем, но баша разместит. Что у журналистов есть еще одна возможность поучиться писать текст. Как бы выхлоп будет, могу вам всем предсказать какой, особенно при нынешнем количестве образования для журналистов, которые предлагают вообще всякому не лень и всему, чему не лень. Вот. Ну, то есть, надо ли нам еще искать специальные места, которые там, могут читать Тутбай, могут не читать Тутбай, и добираться до них каким-то другим образом. Ну, типа, не знаю, там, ларковских этих самых, там, движух, ну, то есть людей, которые как-то связаны с темой игр, только по-другому, ну, не знаю, сообществ, которые как-то с этим по-другому работают, чем мы. И пытаться, ну, влезть туда со своим предложением не через средства массовой информации, а, в общем, ну, каким-то достаточно локальным путем. Знакомством, ну, в общем, хождением, какими-то такими вещами. Да. Тут, скажем, я же по технологии говорил, что вот сначала определяем кто, да, потом какое мы ему предложение делаем ценностное, и только потом какие каналы. Потому что, ну вот, опять же, в рекламе есть такая как поговорка, что есть понятие креативности сообщения, и что бесконечно креативное сообщение достаточно сказать один раз, и оно разнесется как пожар. А бесконечно тупое сообщение можно бесконечное количество раз повторять. Давай попробуем это самое. Я тебе расскажу целевую аудиторию, а ты мне скажешь, куда бесконечно дальше креативное это сообщение. Вот скорее про что?
То есть, и, ну, Павел, допустим, про свою школу, он ну, сформировал так или иначе, вот в том, что поговорил, что их ценностное предложение предлагают понять как бы, ну, социальную там, реальность и писать. То есть, ну, больше я не услышал ничего. Понять и рассказать всем. Да, и ему возможность заработать на этом. То есть, вот, Ну, хорошо, и ты мне на этом примере объясни, Чего дальше? то есть кому понятно, что Мгм. сказать понятно. Теперь у меня вопрос, где водятся эти люди, которым сказать? Или надо Ну, выйти на белорусское телевидение и объявить, ну это же глупо. но это как бы просто очень ресурсозатратно там идти на телевидение. Ну, он же перечислил, вот журналисты, блогеры, аналитики, исследователи. А где водятся журналисты, блогеры, аналитики и исследователи? Как до них добраться? Журналистики, блогинги. Вот Классно. журналисты есть. Я вот сейчас поручу всю пиаровскую программу Барковскому, который креативные заголовки пишет. Не, ну смотрите, ни журналисты, ни блогеры не скрываются, как бы, да, то есть все указывают там, ну, кто, то есть это вообще... Блогеров, конечно, ловить через социальные сети, где их еще ловить? Это задача как бы прямого извещения практически. Можно опереться, ну, скажем, чтобы сэкономить ресурс, можно опереться на лидеров мнений. То есть кто является, ну, там, более-менее признанным журналистом, кого услышат, если он что-то скажет, ну, какой-то... Не добавьте. Положим Калинкина и что? Ну вот и обсудить с ними, как они могли бы способствовать сбросу, ну, вот этой информации. То есть, ну, объявление там набора. Не поверит, ну ладно. Что? Да. Не, ну, Объявление на ВДТ, да. Ну, то есть, если человек, уважаемый в журналистской среде, что-то рекомендует, я думаю, как минимум к этому прислушиваются. И это Ну, меня правильно говорить, не что затеряется. если это будут лидеры мнений, там, не знаю, блогеры с большим количеством последователей Хорошо, или давайте тогда журналисты с именем. пойдем конкретным логическим Да. путем. С кем вы готовы обсудить рекламу из известных блогеров, рекламу вашей школы? С кем? Да, в общем-то, Все можно обсудить. ну, список можно составить. С кем? Ну, первый, вот, как бы, 3 самые ресурсные человека. Можешь назвать вот сходу, кому ты точно можешь, не знаю, позвонить и попросить, и он тебе не откажет. Мне он не откажет. Ну, я не настолько, конечно, в блогах сижу, чтобы иметь среди этих людей вес. Так никто из нас так не сидит, чтобы иметь вес. В этом же проблема. Но, опять же, тут можно действовать тогда по принципу кругов, то есть делать, опять же, креативные сообщения и просить репост. Но вот если там, например, Владимир это делает, ну, у него по меньшей мере там 1002 есть. Ну, вот чего? Ну, эти френды. Да, Калинкина и просто это не репосты рекомендация. ходят. Ну, тем более. Стоят. Ну и шейский пост рядом не бывает. Ну, то есть это другая технология, ну, другой заход. Ну, в принципе, можно думать, ну, если, Ну, скажем того так, же Липковича читаю, допустим, и с ним есть канал, я так понимаю, можно говорить. Другой Ну, вопрос. Слепкович рекламирует нашу школу. Ну, это... Не буду. Не будет, да. Пускай просто идет наша школа, тоже интересно. ну, с блогерами технология работы такая, с точки зрения там, коммерческих брендов. То есть, потому что ну, блогеры часто не хотят использовать свою площадку как просто рекламную. Ну, они как бы типа уважают себя там, и свой журнал. И поэтому им предлагают какие-то интересные для них самих механики. То есть, чтобы они стали ну, там, участником какого-то, ну, там, тестирования. Пофантазировать, например, на тему этого самого магистра или что-нибудь около такого. Ну, если как бы это заинтересует. Но вот я, допустим, если думать там про Липковича, то ему надо, наверное, предлагать какую-то механику, где бы он мог проявить себя. Ну там, дискуссия, да, что он там повыступал, там, типа попродвигал. И ну, вот такое мероприятие он как бы продвинет. Если это мероприятие связывается с курсом, то это и есть продвижение курса. Окей, а если, например, собирается там тоже круглый стол, и туда приглашаются там ряд блогеров, журналистов, и они там дискутают между собой, а потом могут что называется, по мотивам этого что-то Тогда нужно написать. придумать, о чем они дискутают между собой, так, чтобы это нам... По мотивам что-нибудь дало.
Да, ну, соответственно, тогда от нас, это, например, требует сформулировать, ну, если вот касается нашей школы, которая имеет здесь интерес, то да, надо сформулировать интересный такой заход, насчет чего они могут копию ломать в связи с этой системой школы, да, и тогда уже предлагать эту тему круглого стола и предлагать лучших гостей, кого можно было сюда запросить. Читать. У вас же про социальную реальность, вот выберите одно из горячих вопросов, там, не знаю, выборы, там, типа, войну на Украине, и все, и соберутся. Нет, они-то соберутся, но нам-то важно не просто, чтобы они собрались, обсудили, не знаю, гибель российского самолета или еще какую-нибудь горячую тему. Важно, чтобы эта тема все-таки вращалась вокруг того, что мы предлагаем, да? Вот, чтобы из канала вспомнился новый такой журнал «Идея». «Идея.орг», кажется, да. Вот, они, с ними есть какой-то контакт, они поддерживают? Нет? Можно Нет. найти, если нужно. Контакт можно найти. Я смотрела на этот журнал, но там нету... Какая то там есть, аудитория? там, начиная... Там нет аудитории. как Там таковой. нет аудитории, но это немножко, ну, как бы, аудитория по смыслу нам близкая, она не очень большая, но она могла быть целевой. Но единственное, что в этом журнале там нету объявлений, там, там есть просто оригинальные материалы по какой-то тематике. Но у них есть Соответственно, мероприятия, которые они проводят для продвижения своего журнала. И, по-моему, там есть регистрация. И если так, то у них есть база посетителей этих мероприятий. Ну, там по экономике, вот сегодня какая-то там, ну, типа публичная лекция идет. ну да. Вот, и можно попробовать тогда поговорить, чтобы они... и рассылка, да, мне регулярно проходит рассылка, то есть у них есть внутренний инструмент коммуникации. Ну, своей спам-рассылкой они вряд ли дадут воспользоваться, потому что... Нет, даже этим разослать. Не, они, допустим, материал какой-то на их сайте, и они в рассылке включают, типа, Просто материалы. с материалами на сайте, да, то есть можно попробовать, ну, можно было бы попробовать пойти таким путем, то есть выделить, несколько сайтов, которые нам могли бы быть интересны, которые бы задевали чуть-чуть другую аудиторию, чем наши. Но там нужны оригинальные материалы, то есть не рекламные, ну, в смысле, что Печать университет открывает ту самую, да, а какие-то там тематические, ну, которые бы, например, там что-то цепляли. Но их нужно писать. Ну, я их создать не смогу в большом количестве еще и на разные темы. Потому что там есть, например, что такое про бизнес журнал. Да? И это, в общем, тоже определенная аудитория, которая там, амбициозная, на что-то ориентированная там, и так далее. Но то есть, и тут просто вопрос в том, чтобы, если ты так что-то продвигать, то там нужны какие-то аналитические или рассуждательные статьи на какую-то тематику, которая, создавать которые, это не написать пресс-релиз. В рамках такого безудержного, наверное, креатива, наша, вот если так как-то сегментировать аудиторию, то типа мы хотим и из бизнесменов кого-то, когда ты сказал, там, и может быть из программистов, я вспоминаю, есть такой портал DevBuy, чисто для программистов, там, еще какие-то, и мы хотим либо оттуда повыдергивать аудиторию. Так вот, скажем так, опять же, лидеры умений. Вот придумать какое-то шоу, где, условно так, философы против бизнесменов, да, там, типа, или там, философы против там программистов, то есть, чтобы, в виде шоу какой-то по определенной тематике, либо это как дебаты с определением, кто победил, то есть, типа, как такая развлекательная движуха, которая, через нее популяризируются участники. А вообще, философы против всех. Можно себе я думаю, скажем так, это решит такую, в том числе... Сеанс одновременной игры, да, это отлично против всех. Нет, это уже не интересно, потому что он всегда... То есть, в моем воображении это должно быть прикольно. То есть я бы захотел посмотреть такое шоу. То есть, чтобы понять, кто, собственно, круче интеллектуально. По идее, это может быть действительно такой вот немножко скандальный заход. То есть, например, к тому же к круглому столу, да, с медийщиками всякими. Чтобы бросать не там не горячую тему, а такую вот тему наезд, например, могут ли медийщики прыгнуть выше своей головы, там, могут ли они вообще что-то
толковое писать? Про общество или жевать одну и ту же жвачку? Ну, это не совсем то, что я предлагаю, да. Но это просто Да. моя версия. Да. Ну, то есть вот есть еще такое, скажем, если в целом немножко обобщить то, что я предложил, это такой провокация. И такая провокация, которая, собственно, ну, будет распространяться как ну, вирусным образом. То есть люди, которые вовлечены в нее, они будут ее рекламировать. Ну, там, типа, вот я участвую, там, а если он значимый человек, то на это захотят посмотреть, ну, все бизнес-сообщество, если там мы выделим кого-то, ну, кумира, там, бизнесмена. Это как в социальных сетях реклама, там, типа, там, выиграй iPad или что-нибудь там, получишь что-нибудь, там, типа, там, репост, там, сделай, там, на недельку. А там ссылка на сайт идет, а на сайте новость там про учебную. Ну, это сейчас украинский вариант работает. Он скачивается сразу себе на компьютер. Я просто думаю, что розыгрыши, которые для продажи товаров используют, они в нашем случае не очень, наверное, подходят. Ну, потому что в них участвуют определенные люди, которые... Кто запишется на школу игротехников, получит чайник бесплатно. Девочка, ты хочешь на Станет чайником на Оторвали свободу. голову, я бы лучше так Совершенно пошла. бесплатно. Но вообще это украинский вариант, когда у них есть действительно там штук 10 топовых блогеров, которые, если помещают какую-то информацию, она, в общем-то, расходится практически моментально по, ну, достаточно широкой интернет, допустим, сети. То есть все, кто сидит в интернете, так или иначе ее получают. Если у нас это пытаться воспроизводить, то это надо вычислять тех людей, которые, ну это в принципе решаемый вопрос, вычисляются те люди, которые имеют большое количество читателей, слушателей, и ищется возможность их как-то заинтересовать так, чтобы они это вставили в качестве рекламы среди текста. Ну, как технологию мы уже проговорили, то есть Да, это, вопрос- незачем ее мусолить. Да, вопрос исполнения и А если сделать конкретных идей. заход через продукт? То есть, к примеру, то есть, если просто давать новость, что там летучий там, университет, это новость, там получается просто идет полностью аудитория, и как бы важно, как мы проговорим, что человек получит. Вот, к примеру, взять аналогию, там было как-то компания, которая занимается торговлей там, велосипедов, она поставила в бизнес-центр велосипед, там, кто быстрее раскрутит педали, тот получает этот в подарок велосипед. По аналогии, как бы, тоже, если мы там рекомендуем, что человек может получить там, из школы, то есть, Проблема. ну, Проблемы, сюда, но я к тому, что это более точечные, то есть даже если мы даже меньше аудиторию будет охват, все равно это будет более точно, и люди, которым это нужно, они как бы всех подряд добить информации. Есть еще, то есть, да, то есть это можно, единственная сложность придумать ту замануху, которая заставит людей питание. Ну, образно, но в целом через заход, то есть мой посыл на логике, то есть через продукт зайти, а не через массовое распространение. Ну, я, в общем, Или там вас Я, в общем, честно говоря, когда размышляла, я тоже, ну, то есть представляю себе ресурсы, и, ну, в первую очередь ресурсы лично мои там, креативные способности организовать шоу, в котором все будут совсем, ну, то есть я вряд ли это смогу, если я скажу, что когда сможет, то давайте. Вот, я думала скорее наоборот, ну, то есть тут другую стратегию, то есть размышления над тем, кто нам нужен и где эти люди тусуются, ну или где их можно встретить, да, и попытки, ну, я не знаю, либо какие-то сайты, либо ну, какие-то круги, попытки, в общем, ну, туда предлагать те предложения, которые у нас есть. Ну, То есть, если исходить из веры, то что там есть компактные места, где эти люди тусуются. да, если исходить из этой веры. Ну, там все равно Они придется, могут быть размыты и по разным местам, и не тусоваться. там придется все равно разместить какое-то объявление, но мы набираем. То есть, Да, и, да. Ну, просто я понимаю, ну, если не надо, то есть я понимаю, что вот, ну, есть там набор, я уже сказала, стандартных каналов, да, по которым я, в общем, пускаю информацию все время. И она там так и пойдет по этим каналам, да. Я ну, размышляла скорее о других каналах, в общем, с той же информацией, но о других каналах, в которых, возможно, ну, как бы, мы просто
просто не пользуемся, никогда не думали, а там могут быть такие, в общем, люди, которые нам нужны. Ну и вот когда я определяла себе, какие нам нужны, я уже говорила, я определяла скорее не тематически, а вот это самое, то есть люди, у которых есть свободное время. Ну, свободное время, и которые достаточно обеспечены в том смысле, что, они не озабочены быстрыми навыками для заработка. Домохозяйки. То есть те, которые могут себе позволить, в общем, домохозяйки, Не сомневаюсь, могут себе что-то они не позволить. могут себе чего-нибудь такого позволить. Смотря какие домохозяйки. Ну, возможно. Сейчас в основном сидят среднего ребенка. Почему? И что мы с ними будем делать? Не, пока вот под тот критерий, который был назван. Вот Дальше свободное время. чем мы занимаемся сейчас? Подбираем быстрый ответ на данный вопрос или... Так эти все ответы, то есть вопросы были уже давно озвучены. Что? А если креативно там видео, там один день из летучего университета, и послать? Куда? И насколько это креативное видео, по-твоему, будет? Ну я не знаю. 1 минут вечер. Я предлагаю просто тоже вот это. Таня, ты закончи мысль, а то что-то навалились люди со свободным временем, как аудитория, Люди со свободным характеристика временем, аудитории. да, люди, скажем так, С идиосинкразией. Это что? Красанутый немножко. возможно, да, сидиосинкразии. Переносимость лично. Чего? Всего. Со странностями вернемся к более знакомой форме. Ну да, с легким налетом дебилизма. Чувствую, что уголек, сейчас уголек. Люди, читающие сайты с длинными текстами, или читающие длинные тексты. То есть не читающие Тутбай. Бывают очень длинные тексты, не надо. Вот помните, я вам рассказывал про школу конфликтологии, как в Питере набиралась, да? Не помню. В библиотеке там где-то повесили, да? Ну, я рассказывал эту басню, это было в конце, не в начале 90-х. Группа методологов, надо было проект такой, и они хотели создать при Ленинградском университете, Петербургском уже тогда, школу конфликтологии. Но магистерскую как раз программу, набрать туда людей уже с высшим образованием, ну и, в общем, высокие требования, тоже как бы надо было быть апортаном, там, еще и так далее, и так далее. Ну и всякие там трудности и прелести конфликтологии они расписали. И забомбили во все питерские газеты, телевидение, радио объявления. Забомбили, никто не приходит к ним, никаких кандидатов. Неужели в Питере вот нету достаточного количества сумасшедших людей? Нам всего-то надо было там, по-моему, всего надо было человек 10-15 максимум набрать. Какой бюджет был? Потому что не было бюджета такой. Ну, конечно, то есть они не собирались на многое развернуться, потому что сил хватало там на небольшую такую штуку, вот, с использованием, в общем, ресурсов питерских там, профессоров и так далее. Ну и это самое, Ира Постоленко, которая этим занималась тогда, как-то обсуждает это со мной, говорит, ну ты что, все-таки в Ленинграде там жил, учился, как бы ты действовал? Я говорю, ну точно, вот я пока жил, не читал газету «Смена», которая там самая популярная, не смотрел ленинградского телевидения, да, то есть это объявление, туда, когда они разместили, мимо меня бы прошло. А где бы ты его мог увидеть? Говорю, в курилке публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. Говорит, это что? Я говорю, ну понимаешь, какая штука? Вот люди, у которых есть время, есть желание читать толстые, большие книжки, есть желание потусоваться в интеллектуальной среде, да? Они собираются в нескольких местах и, в общем, с пренебрежением относятся к целому ряду там других способов времяпрепровождения. При этом в курилке или в гардеробе в библиотеке висит доска, на которой можно вешать объявления. Там, куплю такую-то книгу или продам там пишущую машинку. Ну, всякое разное такое. Или потерял там, У нас в ЭТ, по-моему, в националке можно. Ну, сейчас, да, наверное.
Потерял там кошелек, да, это самое, кто нашел? Ну вот ходит Каевицкий, допустим, И в туда же сцену новое повесили. поступление в националку, но мы же туда ничего не повесим. А если Повесим, повесим, да. то там сделаем Нет, честь. ну мы еще тогда перечислили парочку таких мест, как бы, да, они повесили, ну, в 3-4 местах. То есть вот в библиотеке Салтыкова-Щедрина, в библиотеке Академии наук, в зале, где собирались там на всякие публичные лекции типа Дома ученых, и все. И к ним пришло человек 30, из которых они отобрали нужных 15. Причем все 30 годились, которые пришли. Где Где эти места, Где которые- сейчас места, в которых живут эти люди? Ну, в Нет. смысле, А я в курилке. Сейчас я скажу. Да. Да, вот скажем, на лекции Бабкова Вимагуру, вот просто как бы объявить об этом, мы бы получили, ну не знаю, с 5 человек. Ну, мы И объявим. на Мы всех среди наших есть открытых такие места. лекциях, ну скажем, там 4/5 аудитории нам не подходит. Это пенсионеры, которым некуда время девать, это, шальные девочки, которые ходят везде и всюду, это там еще кто-то. Но вот 1/5 часть, думаю, что могла бы нами рассматриваться в Ну, качестве. я согласна. То есть, ну, в этом смысле вся наша база открытых лекций этого года, прошлого года и там публичных лекций, она у нас есть. И мы Причем её используем. не Это- только наши тогда, да? Тогда вот про что ты там говорил, Иван, про лекцию какую-то экономическую? Ну, идея Бая. Это Тогда- идея Бая. А? Это сайт «Идея Бая», они организуют иногда мероприятия. Мгм. Если у них есть рассылка, то, наверное, да. Нет, Если- слушай, а если как бы на эту вот лекцию пойти вот и раздать просто Просто флаер? пойти, да, на такие мероприятия ходить. Но это будет та же аудитория, которая и так ходит по вашим объявлениям. Нет, Нет. нет. Нет, ну если не на такие же лекции, как наши. Да, не то на другие. те же. Ну, То есть наши это понятное дело. А кроме наших есть еще вот такие, информация которых распространяется по другим сайтам, таким же не мало посещаемым, как и наш. Но это другая аудитория совершенно. Я вот как бы, Юлька, когда просила объявление, я вот на Мова на Новый, да, эти вот. На Мову надо пойти. Флаер. Ну я как бы отдал в Глебу, да, флаеры, а вот я вот подумал, что надо было вот постоять и просто тем Да. приходящим, ну Да. там минут за 15 до начала. Либо скрутить Глеба на какую-нибудь тему, где он опять нас Ну, Вот такая приглашает. была и- идея, да. Ну, это есть эта идея, я еще с ним не разговаривала, но я бы ему предложила там тему «Гумилит», ну и мы бы могли это самое. Но это как бы, опять же, аудитория Мова на Новое, это, в принципе, охватываемая нами, тут, в общем, нет проблем. И в этом смысле... не вся, точно не вся. Что? Она гораздо шире. Нет, я имею в виду, что как бы, я знаю, Доступ как ее есть. охватить, у меня есть доступ. В этом смысле это достаточно того, чтобы Глеб Лободенко разместил у себя нашу рекламу, а он это сделает, если попросить, и как бы вся аудитория Мова на Новый вот, у наших ног. Ну, то есть это доступно. Ну, в смысле, это Хорошо, доступно. а вот если такой еще задействовать канал, вот, в общем-то, наши всякие ютубовские эти лекции, я так понимаю, просматривают все-таки гораздо больше, чем реально ходит людей на наши мероприятия. А что если попытаться, допустим, ну тут есть несколько вариантов, либо взять, переделать топовые вот эти ролики ведущего университета, вставив туда первые там 10-15 секунд, что называется, не 25, 10-15 секунд вот объявляется, допустим, набор на новые вот эти программы магистров игры, ну вот такую вот информацию. Либо вот как сейчас на Ютубе тоже делает эта реклама, идет, ну как-то баннерная такая. Эти баннерные рекламы, она через YouTube заказывается. То есть это, Ну так я понимаю, но это уже это другое. покупать надо. Да, это надо покупать. А вот это можно было бы делать самим Там в новых видео, допустим, вставлять. Это же, в общем-то, просто простое техническое решение. То есть делается ролик на 15 секунд и спаивается с оригинальным файлом. Нет, это можно, ну, из тех, которые мы сейчас вставляем, но это не такие большие просмотры, как вы... Там Не, есть не проще выше, это большие. решение, можно поверх любого видео добавить комментарий текстовый, Да. то есть и даже, я думаю, выше ссылку 40. повесить куда-то. Ну, не бегущая, но текст поверх видео. Но
у нас этих видео, наверное, уже там сотнями измеряются. И... Так, а нет смысла все. Можно же посмотреть, какие имеют большее количество просмотров, по ним и ориентироваться. У нас есть большее количество просмотров видео, которое снято там, 4 года назад. Но это не факт, что сейчас его посмотрят. Это Она просто набрала просмотры за набрала это в время. свое время, а сейчас... Не, ну это Так технический это вопрос. тоже можно проверить, когда там последний раз туда заходили и когда был. Нет, там технически это решаемая задача. Вот если зайти, можно самое популярное за последнюю неделю или Да. месяц посмотреть, там выдаст видео, ну, в статистике Ютуба. Ну, можно там добавить там YouTube видео. Я добавил тут места. Подожди, а что за Подожди, да. Самые Ну, большие- сайты, как бы, если все, что обобщить, то есть большие, типа Тутбай, там, ну, такие типа из пушки, и специализированные, то есть это маленькие сайты, там, а-ля там Наша Нива, там, или еще какой-нибудь. Ну, Сети. надо сесть просто и составить их, там могут быть десятки, а то и больше таких маленьких сайтов специализированных. Обучение, там, которые хоть как-то связаны, там, ну, НГОшные. Адар, по-моему, Ясно. Короче, какой-то чем-то там. интересно. Ну, чем-то интересно, можно предполагать, что то, что Платформа, нам байт. интересно людям, которые нас интересуют. Да, ну, то есть это надо садиться и как бы просто сделать эту работу. Второе это рассылки, это наша внутренняя там за все годы там, и чужие, в которые мы могли бы попасть, ну, которые релевантны нам. То есть Тут тогда нужно просто определиться, в какие чужие нам имеет смысл попадать. ну, опять же, я вижу это просто как работу, которую надо сесть и сделать. То есть мы сейчас можем накидать, конечно, там, ну, по мне так это такая механическая. Слушай, Таня, а вот, вот это, как они назывались, науковые КТ в Андроиде, да? А как они вот набирают? Тоже через рассылку людей? Брать через наше объявление. Вот. Есть еще места, в которых случаются публичные лекции. То есть и туда, я думаю, надо попасть на уровне афиши. Ну, я думаю, надо В найти. смысле на уровне? Ну, это же уровень тогда цеха, ГЛЕУ, и эти места, в общем-то, известны. Да? Но, опять же, не все. Позитивно. Нет, они просто не все готовы размещать афиши, но да, это... Ну, в галерее, Можно по-моему, флайеры, там все завешено афишами. В галерее, да. Ну, то есть это как бы По умолчанию. по умолчанию, да. То есть тут ничего... Но есть там новые места, можно, ну, тот же Имагу, который, я думаю, раньше не был охвачен, а я думаю, там очень разные мероприятия. Там очень много тусовок. Слушай, ну если у нас есть эта энергетика, можно еще и про события думать, не только про места, но и там, ну, не знаю, элементарно посмотреть, чего происходит в Минске в ближайшие там 2-3 месяца, и посмотреть, куда мы можем, ну, куда может собраться аудитория нас интересующая, куда можно, ну, не знаю, элементарно приволочь всякий пиар. Кстати, у Имагу есть рассылка, и я не знаю, как часто она идет, но там перелишки не приходят с анонсами того, что у них там будет. То есть можно Ну, поговорить. потому что это не сложно. да. Ну там еще, ну, то есть это надо договориться, то есть это надо прийти, Ну да. пойти договориться, что это можно, ну, то есть это не везде Ну, так наша лезешь. презентация, собственно, у них и будет, так что... Вот, хорошо. То есть, События все-таки это которые с кем-то генерируются или Да, самим да. генерируют? Нет, это чужие события, я про свои мы все понимаем, ну, то есть как бы наша там презентация, все такое, а чужие. Нет, просто можно подумать про свои креативные события. Ну, там, не знаю, попытаться разыграть вот эту самую игру в гестовском смысле слова, в каком-нибудь там периоде дня, там, допустим, как экземплярный вариант. Это бы тоже было креативное событие. Вот другой вопрос, как его бы оформить. Ну, может, сумбурно прозвучало. Я имею в виду, что попытаться, допустим, адаптировать какой-то вариант игры, вот, в формат, мини-формат, допустим, в течение дня, чтобы это было наглядно, и сделать это публичным событием, допустим. Ну вот, я не знаю, конечно, это вообще на ходу придумывается, но вот, допустим, даже если попытаться, допустим, адаптировать тот же вариант такого аддишного типа, но сделать так, как это, ну, по принципу Дом 2, да, когда группы там что-то делают, занимаются, а зрители могут в это время смотреть, там, наблюдать, что происходит, там, переходить из одной там, компании в другую, смотреть, что происходит, там, да, ну что-то вот в таком вот духе. То есть, я боюсь, это не зрелищно.
То есть, Да. Ну, смотря что, то есть, и опять же, все будет определяться темой. Да, если тема, что называется, людей цепляет, то там это может быть очень зрелищно. мне кажется, тут круглый стол. Если там будут еще и харизматичные участники, это будет вдвойне зрелищно. Может быть, привезти голые свои жилетки на... А Он вот слишком Твои примыкался. представления о харизме, они вот никак не Да. дают. Он уже никого не впечатлит. на этот Он на самый. каждом публичном мероприятии Если своей он жилетки новую, сюда. А если он на крыльце Национальной библиотеки? Ну ладно, давайте как бы, может, таким креативом контента не заниматься, то есть это может быть как домашнее задание, а тут все-таки с каналами закончим. То есть, ну окей, можно на чужие ходить, можно свои организовывать. Я зафиксировал. Ну, мы, соцсети еще есть. Ну, Ну, да. Ну вот соцсети, я тут как раз думала о том, чтобы, если у кого какие есть идеи, да, группы. Ну вот, я когда-то шуршала по разным группам, которые могли бы быть интересны, но, в общем, ну понятно, что я шуршу там по тематическим группам, ну, там, близко, там, по культурке, там, еще чему-то. Вот я не знаю, насколько это возможно там найти какие-то группы, ну, где вот народ там тусуется. А ведь вообще просматривает дорого, потому что я вот смотрю по нашей группе, это тоже просторы, там 300 участников вроде не числится, а когда касается просмотров, статистика выдает там 20 просмотров. Это зависит от того, как вас Facebook равняет. Вы можете их видеть, а можете не видеть. ну, Нет, там же в каких-то написано, группах сколько раз тусуются, посмотрим. в каких-то не тусуются. Вот, Где-то наверное, так. есть жизнь, а где-то не очень. Ну, тут надо действительно поиском заняться, потому что есть лайковская группа. Давайте мы еще с соцсетями попробуем этот эффект большого взрыва А как проверить. это? Ну, в смысле этого, но кратковременного массированного перепоста, ну, например, первого объявления. Ну, то есть твоя идея давняя еще с прошлого года, которая висит, мы никак не соберемся, ну, вот попробовался даже хануть. Ну, есть такая теория про Facebook в том, что Если одновременно если много запустить, людей. ну, как бы там хорошую ленту перепостов, то ты как бы, ну, просто приобретаешь охренительный Снежный кумулятивный эффект, да, снежный ком, который потом уже начинает наворачиваться, в общем, без тебя. И, в общем, это шарахает Сколько гораздо сильнее. нужно минимум? Сколько Не, нужно, ну просто не знает, на самом деле, это все магия. И, в общем, Нет, ну я имею в виду порядок. Это там 10 перепостов, 20 перепостов, 50 или сотни. Ну, он, ну, это еще зависит от перепостивальщиков, ты же понимаешь. Тут два всего вещи, то есть креативность сообщения и, скажем так, тот аудитория, на которого вбрасывается. То есть, ну, мы делали искусственный ком, когда Толокону там какие-то мероприятия продвигали. То есть мы просим какое-то количество наших знакомых перепостить. То есть, ну, ты сидишь, с каждым общаешься. Ну да, посидел там день, но у тебя там может быть там 20, 30, 50 репостов. Ну, как бы ты его искусственно пихаешь, потому что, ну, сами люди не хотят. Нет, это я Причем понимаю. репостить, спросить людей, типа, опять же, там, Ну, Попов, лидеров Венецкая, нет. там, анимпадистов и так далее. Венецкая Facebook. Ну, я имею в виду по значимости персоны, они, Я если просто она... это, про то, что Фейсбуке. ну, хотя бы примерный порядок этого самого. То есть это 30 Она есть, кстати, в перепостов. Фейсбуке. Есть? Но, скажем, как это выглядит со стороны, вот у людей в ленте начинают появляться посты, там, допустим, столько-то твоих друзей лайкнули этот пост. То есть ты его, как бы даже можешь не читать этого человека, а тебе его, ну так, типа, преподносит. Вот. Ну, можно так попробовать, прежде всего, своими силами, а там... Ну, Просто всем договориться на время Че, допустим, на какой-то один день. Ну, это уже не совсем чем, но Не, это ну, день. Но я ну, же понимаю, что там имеет смысл в том числе и, ну, вот это вот, ну, одновременно, Близость, не одновременность, это конечно, но близость по времени, да? Ну да, то есть в рамках, вот если говорить про эти публичные страницы, то там, если, допустим, 1000 подписчиков на летучем университете есть, ты когда постишь, там в лучшем случае 10% увидит, а может быть 5%. Но дальше Facebook смотрит, то есть эти 5% они лайкнули или не лайкнули. То есть если они, ну как бы их заинтересовало, оно показывает большему кругу. Если их заинтересовало, оно прежде всего так работает. Вот. И в этом плане, конечно, если мы там в течение часа все подключимся, то это приобретет такой, ну, хороший эффект кома. Вот. Ну, плюс у нас есть какие-то друзья, которые считают, ну, как бы летучий мне нравится, надо ему помочь там лайком, репостом. То есть в этом плане кто-то подключится по своей доброй воле. Ну, я бы предложила еще договориться со своими друзьями, особенно как бы хорошими
хорошая, ну, с которой можно про это договориться, что они как бы тоже как бы лайкают и перепощут, ну, как бы в качестве жеста доброй воли, чтобы Ну, усилить сам. Да, ну вот я что хотел сказать, что вот если у нас кампания длится 4 недели, допустим, да, то нам одного кома мало. То есть мы должны тут вот вбросить один ком, но и тут тоже подумать, ну как бы такой, как хвост кометы. Да? Допустим, здесь мы там соберем там 50 стори-постов, тут надо не то же самое сообщение вбрасывать, а что-то новое. Ну, надо придумать Ну, вот смотри, у меня был такой, почему я хотела, то есть я, допустим, 5-го объявляю о наборе, это один повод, это самое. Потом мы объявляем презентацию, это второй повод, ну, в смысле мероприятия. Дальше, ну, предпоследний это дедлайн. Вот. Ну, и я еще думала про то, что, в принципе, это можно было бы, ну, организовать достаточно там простыми методами, и это было бы эффективно, что каждая из школ, как минимум, да, делает, ну, этот день открытых дверей, ну, или вечер открытых дверей. То есть вы еще можете прийти и там пообщаться. И это, в принципе, тоже может стать, ну, как бы поводом, ну, дополнительной, там, этой, ну, это делается здесь, ну, то есть, вот, приходите, вам все расскажут. Ну, к соцсетям, да. Ну, к соцсетям надо относиться как к обычным медиа. То есть это как, ну, надо свежий инфоповод, чтобы оно не затиралось. Поэтому надо по каждой эту штуку подготовить, ну, некий такой короткий пост, который бы был таким как вбросом, ну, ярким, чтобы мы, ну, как-то его... Но это не должно быть просто сухое информационное сообщение, типа ведущий университет набирает слушателей, все уснут. Да, именно да. Вот. Ну и надо провести предварительную как бы, такую исследовательскую работу, то есть найти группы, ну, и может вступить в них, чтобы иметь право туда, ну, запостить. То есть, ну, я состою в некоторых, в которые, ну, думаю, ну, там, скажем так, правила позволят запустить. Ну, например, есть группа там «Наши архитектурные каштовности». Там, я не знаю, что там творится, но я там состою, и периодически там что-то происходит. Есть там, ну, такая спорная, конечно, группа «Работа бай». Ну, типа работа, есть там афиша, Facebook афиша. То есть я в каких-то состою, и есть, ну, такая интересная особенность, вот, что вот, если у нас есть там наша страница летучего университета, и тут есть какой-то пост. Так вот, репостить в группы надо этот оригинальный пост. Потому что когда его тут лайкают, да, там, то это усиливает оригинал. Плюсики в карму ведут летучие. Ну, то есть, да, и это... Свои надо оригинальные. Ну, ты вот этот пост, который здесь был, да, ты его репостишь, возможно, с каким-то своим комментом. И тогда то, что его тут лайкают, комментят, оно в том числе для Фейсбука значит, что это ценная информация. Ну, естественно, только твои друзья этого не понимают, начинают уже репостить твой репост, и получается... Ну, что не понимают, прости. Но ты, когда, например, поделился ссылкой, Угу. то получается, ты создал новую такую оригинальную ссылку, да, и следующий человек, когда пишет «поделиться», он делится уже твоей ссылкой, а не оригинальной. Есть, короче, секрет. Ты загружаешь не ссылку, а изображение, а ссылку вставляешь внутри текста. Тогда под изображением будет оригинальный текст, который всегда будет сопровождать изображение. А твой комментарий к этому, он будет теряться. Ну, это просто как бы секрет Фейсбука, я думаю, это делать. То есть, если просто ссылка на оригинал, на материал, то будет считаться ссылка на оригинал. И даже если ее второй человек... Короче, я предлагаю просто поэкспериментировать у себя в Фейсбуке. Это очень простая фишка, она работает вот так, что если изображение... Причем, да, на мобильных устройствах она работает таким образом, что она спрашивает тебя перепостить целиком пост, а не только ссылку, как бы, да, и ты там ставишь. Или написать еще что-то дополнительное. Просто я часто замечал, что когда занимаются такого рода репостом, у меня есть информация, вот, допустим, про оригинальную ссылку, а потом вот такой репост, а потом репост на вот этот репост. Ну, это уже Facebook группирует одни и те же репосты рядышком, ну, паровозиком таким. Да, но да, это паровозик. отдельный как бы эффект. Ну, главное тут все правильно сделать. То есть, типа, сюда, допустим, изображение какое-то, ну, такое привлекающее внимание, текст к нему. После того, как ты его репостишь, оно, по сути, создается этот снежный ком. Вот. Ну, то есть важно все-таки сделать центром
коммуникация, тогда после первого шага у нас тут вырастет небольшое количество подписчиков. Ну, то есть, кто, ну, прикольно, что такое летучий. Вот, и мы второй раз уже будем, в принципе, к ним также обращаться. Слушай, Иван, ну скажи мне, а вот эти вот рекламу за деньги, страницы, продвижения, это вообще имеет смысл? Ну, имеет, но я, так скажем так, не могу сказать, какая будет эффективность в вашем случае. То есть это работает, единственное, там я сам не разбирался глубоко, там можно настраивать аудиторию, на которую это показывает. И, ну, конечно, было бы круто, допустим, настроить аудиторию, скажем, всех френдов, ну, наших как-то, но, наверное, так нельзя. То есть можно настроить на аудиторию, допустим, этой страницы. Можно сделать вообще хитро, можно на сайте летучего университета встроить, ну, типа, код вашей странички на Фейсбуке. Ну, типа, как ты прямо на сайте можешь сказать, мне нравится ваша страница. Ну, видели такие? Что это дает? Тогда Facebook знает всех посетителей вашего сайта. И ты потом можешь настроить рекламу по тем, кто заходил на сайт. Ну, то есть это такие очень уже хитрые вещи. Да, но еще по наш сайт сейчас что-нибудь строить, это... Ну, ладно, Хорошо, рекламу можно попробовать, но ну, туда можно закинуть 5-10 баксов и посмотреть, к чему это приведет. То есть, если это приведет там к регистрациям по этой рекламе, то, ну, окей. Так ощущение, что на телефон умнее. Так, что мы еще забыли об этом? Ну, можно подумать над провокацией какой-то такой общенационального масштаба. Давайте подумаем. Сразу над исполнителями провокации общенационального Ну, масштаба. я вот вспоминаю, когда там этот Милюнкевич там хотел сделать национальный университет, как бы оно так все так пошумело немножко, оно потом сдулось, потому что как бы ничего я так не сделал, да. Ну вот сама как бы амбиция, она вызывает, ну, определенное бурление там в обществе. Ну, можно вот подумать над каким-то таким месседжем, который, ну, спровоцирует бурление. Главное, чтобы потом делать не пришлось, Иван. Ну, Владимир Владимирович, вы у нас специалист по набросам на вентилятор. Будете сильно шутить, Наброс. устрою вам провокацию, будете знать. Может, кого-нибудь выгнать из летучего университета? Убить. Потому что он славный. Водолазскую. 25. Давайте, я согласна. Я так сказал Мирон. Ее убив, даже удовольствия никого не получит, потому что она согласна. Почему? Всех вам придут, запишутся в летучий, будете вы их учить. А мне Начало кладбища. жертва режима. Первая жертва. Ну, Хорошо, весь праздник жизни это к тому, чтобы к нам пришло много народу, из которого можно было выбирать. Которого мы всех разгоним. Мы и так всех разгоняем. Ну, меня тут скорее волновало, потому что к нам пришел какой-то новый народ, и, в общем, я пока так и не поняла, как этот новый народ зацепить. есть еще такое, скажем, вот это вот типа массовая бомбежка, можно выбрать еще такие, ну, больше персонализированные. И, ну, допустим, это вот группа биотехников, в которой я учился, наверное, вот все, кто как-то так остался, у них была одна особенность, это опыт групповой работы тренерской. Ну, так или иначе. И, по-моему, сам вообще месседж там школы игротехников, оно как-то, по-моему, так апеллировало к тому, что вы можете научиться каким-то новым приемчикам там групповой работы. Ну, это мы все умудрились вычитать там, да, и все, что там было написано. Вот как бы это был баг, оно превратилось в фичу, и, возможно, надо... Как еще раз? Ладно, это был баг, а мы превратили это в фичу. Ну, это есть такая Ты можешь сказать, как это делается? Баги в фичу превращаешь. Это делается, как это... Достойная магистра Люду. Это была шутка про Microsoft, там, типа, ой, что это у вас за баг? It's not a bug, it's a feature.
То есть ты просто объявляешь, что это был не баг, а такая особенность. Запланированная особенность. Да. Вот. Ну, И, да. соответственно, это наталкивает на какой-то новый канал. Ну, это чисто методологическая вот эта штука, школа. То есть курсы и тренеров, есть ну, там, с НЛП, там, есть гештальт, там, ну, вот Мирошниченко где-то в этой. И можно попробовать туда как-то сбросить. Есть такой ресурс тоже тренинги или, ну, короче, про тренинги там, да, там у них там сообщество тренеров, они там ищут клиентов себе, ну и, соответственно, можно прям пытаться туда. Боитесь тренеров? Ну, наверное. Мне кажется, мы все равно не туда рвем. Всех остальных не Потому боишься. что можно сейчас обсуждать все 125 тысяч медиаканалов, которые можно было бы задействовать, все равно мы всех не охватим, их не знаем большинства и вряд ли узнаем. А акцент все-таки, мне кажется, надо делать на том, что мы собираемся сказать. И, в общем-то, если у нас будет изначально достаточно креативное сообщение, оно будет действительно перепущено потом по всяким разным странным каналам. Мера нашей креативности, она, в общем, на лице, что называется, да, вот, ну, как бы... Значит, надо собирать брейнсторм с теми, кто креативит по-настоящему. Ну, даже вот если считать, что да, покреативить, оно потом распространится, вот в рекламе тоже все мечтают снять вирусный ролик, который типа люди будут смотреть миллион раз. Но юмор этой ситуации в том, что вирусным мы называем то, что уже стало популярным. И никто не знает на самом деле, даже профессиональные рекламщики, как сделать вирусный ролик. Да. То есть это зависит от содержания или от попадания? Это зависит, скажем, от случайности даже. И в итоге творческого, оно работает больше на том, чтобы произвести больше творческого продукта, и один из которого выстрелит. И, то есть это как бы стрелять из автомата, одна пуля попадет в цель. Поэтому с креативом точно так же. То есть креативщики, они меряются не по количеству произведенного разных идей. Я по не говорю, что давайте забацаем суперконфетку, которая сойдется. Давайте забацаем несколько креативных вариаций, которые, возможно, дадут эффект. Предложите, как это организовать, потому что, Да. честно говоря, я с трудом понимаю. Ну, если мы все опираемся по-прежнему на концепцию, что каждая школа все-таки продвигает себя отдельным сообщением, то есть мы не летучий там университет игры продвигаем, то надо 4 разных конфетки Ну и подготовить. общая конфетка тоже нужна. Нам не нужно зацикливаться на 4 разные, ну в смысле или. Нам нужны 4 разные конфетки про 4 разные школы, одна большая конфета про университет. Ну, вот понимаете... А с кем это делать, это уже конкретно надо смотреть, кто у нас из... Вот давайте посмотрим, прямо сейчас. Давайте посмотрим, кто у нас в состоянии сделать конфетку. Вот я, все мои конфеты, говноконфеты, это все, что я там могу нарисовать. Я стараюсь, но большего креатива у меня, выжить невозможно. Я попросила С всех... нашей команды Сарна, допустим, креативщик. Ну, отлично. Вот Его Сарна можно попросила. попросить накреативить. Я бы попытался сделать так, чтобы собрать вот тех людей, которые в принципе способны на креатив. У нас по меньшей мере, кто мне сразу на ум приходит, кто бы мог так вот креативить. Это вот тот же Бабков, тот же Анимбадистов, соответственно, вот у нас Сарна, допустим, не знаю, как там Дима Каренко, насколько он подключится, да. В принципе, я думаю, так, перебрав ключи, если мы берем 6-7, это вполне достаточно. Я могу... Мне это очень непонятное слово на креативить. Почему? Потому что одно дело накреативить идеи, набросать идей как бы не могло быть. Другое дело создать какие-то тексты. Третье дело создать технологии продвижения этих текстов, а четвертое это еще что-то там куда-то продвинуть. И вот, это могут быть не только тексты. Ну хорошо, не текст, но вот, Павел, это кому-то нужно создавать. То есть ручками идти, нести, делать и так далее. Потому что, если придет 5 человек расскажет мне, как... Павел предлагает собрать Собрать группу, команду. которая что-то сделает. Я правильно Нет, понимаю? которая креативна. То есть это будет в продуктной форме. Естественно, речь идет про продуктные формы. В Просто... смысле они нам опять, не в смысле они нам расскажут, что нужно написать и каким
качеством должен обладать текст и как должно быть это нарисованная картинка. Я вел Текст, как раз картинка, речь о речь. людях, которые способны на креатив, сами способны на креатив. Павел, это понятно. Вопрос следующий. Вы готовы собрать этих людей и как это, что-то с ними вместе сделать? Организовать процесс. Я к такому не способна. Водолазская тоже производственное совещание организует, я ее знаю, да, или как бы за этот сам. У меня здесь хромает временной ресурс, но в принципе, наверное, смог бы это сделать. Смотря в какие сроки. Я, скажем, говоря за себя, я готов поучаствовать, но не уверен, что на 4, там, 4 плюс 1 у меня хватит. Есть, ну, очень технологический способ. Не обязательно 4 плюс 1, да? Ну, я готов... Даже один, если будет делать. Да, там, поскольку мне как-то Технологический способ креатива, это интересно. методологическое мне близко, то есть я готов ну, поработать на этом направлении. Ну и может быть на общем, поскольку это как-то сфера заботы общего. Короче, вот есть формула там про креатива, АИДа. То есть она звучит так. Вот сообщение, чтобы оно дошло до адресата, оно должно attract, то есть привлекать внимание, заинтересовать, interest, desire or decision, то есть ну, вызвать желание и принятие решения рационально, и призыв к действию. То есть и, когда мы вот, держим в голове некого нашу целевую аудиторию, ну там, например, вот журналиста, да? Что может привлечь журналиста, спрашиваем себя. Ну, картиночка какая-то, которая типа журналисту отвечает на его вот, боль. То есть он живет с какой-то болью, ну там, не знаю, не печатают его там, или там мало платят. Ну ты говоришь, хочешь зарабатывать своими текстами больше? Все, внимание привлечено. Интерес. Мы говорим, как мы это достигнем. Там, мы тебя обучим, там, дадим сертификат, там, не знаю, еще и работу найдем. Класс, класс. Ну, вы поняли, то есть шаг за шагом просто заполняются там эти. И в конце вот это экшен. Записывайся на нашу школу социальной там аналитики. Социально-философская аналитика. Да. Вот, Иван, а можно это самое, в рассказе о Генри про обувь и Про что? Ну помнишь, там был чудесный способ, когда Который привез партию обуви, рассказал, сказал, что там да. все боссы ходят, и обувь никому не продается, и он закупил этих колючек и дал колючки. Вот, это вот по этой схеме работа была? Нет, я думаю, то есть... То есть по этой схеме босоногим, ну в смысле, привыкшим ходить боссами обувь не продашь. Почему же? Ну, это... Почему как он это можно... болит? Ты спрашиваешь, как его привлечь внимание босоногого? То есть это же не обязательно тем, что ты что, ходишь босый там, это ж, ну, оно не... Это просто как послать сообщение, которое будет принято реципиентом и рассмотрено. То есть можешь сказать там, хочешь как бы пнуть побольнее своего конкурента? Пожалуйста, можно так продать Да, обувь. для журналистов это должно раскрыть. Ладно. Есть, Так это чем нам... Нет, потому что вот, это надо просто сесть как бы и вот поработать, то есть и если тут где-то креативить, ну так безудержно, брейнштормить, то это такие в узких колеях. То есть вот, как можно привлечь? Можно накидать 10 вариантов, проголосовать какой более прикольный. Причем можно действовать по разным схемам. То есть можно действовать технологично, как предлагает Иван, вот в рамках всей этой маркетинговой индустрии. Можно действовать интуитивно, как это люди делают, там, тот же Бабков с анибодистом. То есть можно использовать разные варианты. Да. Спасибо, что говорю. Значит, говорю следующее. Нам нужно собрать эти заявки до 5 декабря крайняк, чтобы успеть за декабрь, ну, до праздников провести собеседование. То есть месяц у нас. То бишь месяц. С 5 на 10. Я вас еще прошу тем, что, в общем-то, тексты, ну, как это, основные тексты, ну, описание программы, я, в общем, уже подготовила, сейчас их как бы вычитываю, и, ну, как бы они есть, и меру моего креатива, ну, вы, в общем, можете себе представить. Вот. То есть я понимаю, что, ну, и вряд ли у нас сейчас есть время на то, чтобы там на следующей неделе собирать креативную группу, писать там еще там какие-то дополнительные тексты. То есть то, что будет там висеть на сайте, ну, куда заходят или там выбирают, ну, и тем более... Причем беседа? Нет, почему? Это
бы оно Это параллельные процессы никак не связаны. То есть та официальная информация, которую ты, Татьяна, разместишь на летучем университете в качестве информации для размышления, она пускай висит в самом Я том виде, что вот есть. она уже есть, и она будет там висеть, Ну и видимо, пусть висит. в том виде, в котором это самое. Более того, ну, в любом случае, там, пресс-релиз о том, что программа, ну, что летучий университет начинает отбор, ну, он появится там числа 6 и, ну, будет, скорее всего, составлен, опять же, мной, потому что, ну, я не знаю, кто еще тут сейчас бросится составлять сам пресс-релиз, и по основным каналам он пройдет то самое. А вот дальше можно, я думаю, в этом случае каждой школе выпендриваться в меру вообще, ну, этого, полного креатива, в смысле вот, ну, как бы этих более узких каналов и поиска этого самого. Ну вот я думаю, что мы можем пойти таким путем. Ну, я бы не бросал, опять же, все школы, что называется, СамНАСом. Все-таки собрал бы всех более или менее креативно думающих людей, чтобы они хотя бы зарядились энергией друг от друга, может быть, какими-то идеями, и, соответственно, начали думать в направлениях своих школ, и тогда это можно делать эффектом аккумуляции, вот, генерировать поводы, генерировать новостные сообщения на протяжении всего этого месяца, так или иначе. Просто там уже, что называется, ну, где-то распланировать, где-то там уже как получится, вот, чтобы эти поводы были постоянны, так или иначе. Ну, мне кажется, если тут не один человек как бы, ну, в этом канале работает по привлечению в школе, а несколько, то им как бы другая креативная группа особо и не нужна. То есть, ну, у них достаточно энергии, чтобы выполнить эту задачу самим. А если один? Вот ты представляешь, вот, в школе Терновича, кто у него креативом будет заниматься? Ну, я бы... Ну, Тернович, конечно, человек харизматичный, он много разбрасывается, ему, в общем-то... Я вот тут на креативе, значит, написал сразу 44 минуты назад. Есть ли среди френдов и читателей готовые потратить 2 года на то, чтобы стать магистром люди? Магистром чего? Люди. Магистр люди. Магистром люди. Чтобы люди наконец-то... Вот и все, как бы, да, за это время 10 лайков всего лишь и там, ну, несколько комментариев. Комментарии следующие. 2 года с вопросительным знаком. Но я не влезаю дальше в ветку уже. Да? Следующий комментарий. Ваш бисер, но не играем. Вот. Не совсем поняла, на что потратить. Короткий комментарий. Так. Один человек уже Ой, согласен. я знаю, кто это. Алексей, могли ли бы это любить радикал? Следующий комментарий. Был бы свечной заводик, пошел бы в магистры. Следующий комментарий. Сколько платят по окончании? Следующий комментарий. Надо еще 5 лет выплачивать. А магистр-люди в За СНД? обучение. Разве это возможно за столь малый срок, да без отрыва от производства? Слушайте, какие прекрасные у вас комментарии. Да. Следующий комментарий. Мне интересно, куда обращаться? Вы бы посмотрели на рожу. Вообще-то интересно, что Аватар. комментариев больше, чем лайков. Это, конечно, очень нестандартная ситуация, я бы сказала. Ну и последний комментарий. Цикаво. Ну вот, мы первое тестирование произвели... За 40 минут, по-моему, вполне нормально. Ну ладно, следующие 40 минут будет же тишина уже, так что... Ну, всё. А вы лайкаете, оно будет подниматься в топе. А что это? Не понял. И что это показывает? Ну, Исследование действий. вообще... Чистое позерство, хочу сказать. Не, это отличный как бы ход тестирования. Вместо того, чтобы там 2 недели думать, а потом типа запостить что-то, что никто не поймет. Запостил в То Facebook, есть, проверил вы реакцию, идите много по лайков, своим можно на ищите. основе этого рекламную кампанию разворачивать. Это много лайков? И вообще, вот креативность – это какая-то мифология. Пишите, делайте. И Ну, все. не совсем мифология. Вот, ну ладно, это Ну, вот я отдельная собрала история. вас не креативить, я собрала вас, очень честно говоря, обсудить, куда писать и кому писать. А вот что вы там будете писать, мне уже, ну, там, Ну ладно, или то есть мы показывать. ответили на этот вопрос или так в общих Ну, чертах? куда, понятно, ну, в очень общих чертах, то есть я
я тут скорее думала, что ну, есть какие-то конкретные идеи, там, ну, типа, рассылки, чьи рассылки нам нужны, например. Ну, то есть не в смысле просто сесть там перечислить это самое, а ну, что-то, что действительно нужно было бы включить, ну, точно. Ну, допустим, чего я не знаю, и нужно было бы включить. Ради этого можно было не собирать нас, надо было дать домашнее задание, вспомните 10 площадок, где бы вы думали, наши материалы можно было бы разместить. Сейчас. Да. Да. То есть можно было еще и по всем участникам разослать, сказать, а где вы, на какие вы ресурсы ходите, ну, и рассматривать их с точки зрения. Ну и вот то, что я уже сказала, и, ну, в общем, я не знаю, как это получить, это то, что есть часть там ресурсов, на которых может быть не очень большая, но потенциальная наша аудитория, но которые не будут размещать рекламу, ну, в смысле, наше объявление. Они могли бы разместить какие-то материалы, связанные с их аудиторией, но в которых, в общем, можно было бы апеллировать к этому самому. Но эти материалы нужно создать. И это не креативная рекламная, там, в смысле, приходите к нам, там, это самое, а как бы какие-то рассуждения. Там. Ну, рассуждения, описания, там, еще чего-нибудь. Здесь включается уже другая технология. Какие для этого задействуются ресурсы, насколько это вообще отбивается. Вот хорошенькая девушка. Я, сказала, Павел, готова. не начав этого делать, не знаю, конечно, сколько хорошо. это отбивается. У меня есть еще такое. И наводит на мысль. Ну, так это. Она из Академии после дипломного образования обучается пиару у Савастенко. То есть надо прийти к Савастенку. Есть еще Он там работает. такая. Да, но он где-то что-то, по-моему, поссорился с Эксапо. Где-то в другом месте. Он проводит. уже ушел к жуку вперед. Короче, есть такая технология, называется как бы побежали, а там на ходу приделаем крылья и взлетим. То есть, когда в условиях ограниченного времени и ресурсов, вот есть, ну, там, не знаю, когда мне, допустим, надо вот здесь вот провести какое-то событие, то я, допустим, ставлю себе, ну, там, цели, там, вот, допустим, мне надо там 50 заявок, ну, чтобы у меня в итоге была группа, например, 30. Вот. И я планирую себе вот первый шаг, что сделать в первую неделю, там, куда закинуть информацию. Закидываю и смотрю, сколько мне заявок пришло. Не пришло 50, окей, я тогда планирую вторую неделю. И я бегу, как бы, я копаю, пока не накопаю, сколько мне нужно. Вот, и это такой самый предпринимательский подход, и, ну, как бы в условиях очень ограниченного времени он себя оправдывает. То есть, если бы, ну, предположить, что... Ты имеешь в виду, каждую неделю надо собираться и подумать, схватить При этом, чтобы каждая школа этим занималась своей группой. То есть, если вам нужны ученики, ну, так добудьте их. То есть, не делегируйте Это мне это... напоминает, как в наших университетах говорят преподаватели. Приведите по 2-3 студента, иначе уволим. Это домашнее задание. А тут как бы по-другому. То есть, либо у тебя нет учеников, как бы, а тогда какая школа? То есть, Ну, Это я, естественно. кстати, пыталась уже это сказать, когда только обсуждали школу, что, в общем-то, с моей точки зрения, руководители школ должны быть заинтересованы в том, чтобы приходили люди и как-то самим принимать участие в этом отборе и в этой рекламе. Ну нет уж, как бы всех. Это правильно. Да, то есть, По логике это правильно. Ну и в этом плане можно подумать, какой, ну, сам университет, он вот в лице Татьяны, он говорит, мы сделаем общий вброс тут, как бы, да, там, и в принципе, вот какой-то начальный шаг. как бы, знаете, я вот подумал, ну так немножко в сторону, а вот как бы научные статьи, да. Вот больше всего цитирования собирают даже не те какие-то вот там проходы, да, в узких частях, а обзорные статьи. Вот. А что вот если, например, вот сделать, ну, например, вот обзор Урби et Orbi за прошлый год. Да, вот я бы мог сделать, например, там как бы кратко вот. Давно пора. Да, то есть там была такая-то. Весело. Да, то есть фотографии там наставить, буквально там по каждой лекции 3 предложения текста. Ну, А давай. что это будет? Как ты вообще представляешь? В разговоре Что, с что? Светланой Алексеевич Как ты себе это представляешь? Подождите, ну, да. высветилось, что ей нравится Урби et Orbi, и она вообще хотела бы Мы же не сама
А? И Ну, не смогла. не смогу. Мы можем организовать. Зовите еще. Только надо Нет, снять побольше. то есть, То есть, ну как, я, Нет, может, это- это примитивно себе представляю, да? То есть, Дима, вот мне кажется, что это хороший, это очень хороший вариант. У меня, как бы сказать, я-то думаю, что это такого рода вещь, да, понятно, что все, что я могу быстро представить, конечно, я могу это разместить у нас. Там, да, у нас, или на ближайших этих самых, в лучшем случае белорусский журнал какой-нибудь там можно попросить разместить, если это будет более или менее там, сделано по там, каким-то этим самым канонам. Но для меня это дополнительный повод той же рекламы, да, то есть это дополнительный материал, который, в общем, расходится. Замечательно. Текст должен читаться. Вот вы сами, как вы готовы были бы читать текст? то есть я бы С описанием представьте, что вам, допустим, Иван пытается втолкнуть описаниями опять толоки. Вот на какой строчке вы вообще бросите читать этот текст? Ну, смотря как они напишут. Ну вот начинается. Как напишут, что напишут. Если он будет просто перечислять, какие у нас активности удались, ну, наверное... Подождите, он же не про это говорит. Не про активности удались, а про, не знаю, какое-то явление. Да, Вот вот это это явление. да, то есть, Так вот, а что он там будет писать, если это по Я одной не строчке? знаю, что он там будет писать. Вот пока не знаю. Вот пока я слышу это предложение кому-то, кроме меня, написать что-нибудь про летучий университет, я была бы счастлива. Дима. ну, хорошо. Я не знаю, как это получится, но я была бы счастлива, чтобы кто-нибудь еще что-нибудь писал, и как бы, чтобы это было ни одного авторства с моим Не, ну, занудством. Пусть это будет Димину занудство. Это... Да, оно может быть занудный текст, Да. но я как бы это видел себе, как бы, не знаю, может примитивно, что это... Добавим желтизны. Топ-10 лекций лаборатории Да. за последние 2 года. Да, типа там, вот Начнем можно... с этого, а потом... Топ-10, а дальше А потом- спорить. А потом обидятся, Слушай, почему можно я не было попал. бы даже не произвольно выбирать лекции, да, а взять вот те же самые YouTube, да, и по там, пускай это По какой-то просмотрам. идиот, да, по просмотрам, да. Ну, тогда сначала нужно разгласить, почему я не согласен с народом. Вот народ Вот, больше да, всего просматривал это, а мой-то топ совсем другой. Кстати, Кстати, очень хороший заход. мне кажется, субъективный топ, как бы, он более вызовет Конечно, давление. Нет, Да, хорошо, очень хорошо, интересный если это заход. от объективной реальности. Мой топ-5. Ну, то есть совсем Это еще хорошо. будет. Ну, знаете, вот это Куку там публикует топ там самых красивых блогеров там или еще что-то, Да. то есть почему? Даже это, летучее университетское сообщество было поживее немножко, можно было бы запускать, знаешь, как эти флешмобы сейчас запускают, я смотрю, охренительно модная вещь. Ну, свой топ, своя версия, кто такой магистр игры, но это, конечно... Не, ну это как бы так хорошее место для копания. Это будет самое хорошее. Ну, Дима, Ну, я если попробую, ты да, что-то да, такое изобразишь изобразить. что-нибудь, то, как бы, в этом смысле нам сейчас в период села, в общем, любая радость Да. хороша. Ну, в смысле, любая, такую, если по-белорусски напишешь, можно еще на нашу визу зафигачить, а потом этого значит отрывать. Тут же можно еще и топ самых крутых курсов летучего университета. Ну, это скорее для внутреннего пользования больше. Тоже, понимаешь, ведь если Ой, ты нет, вспомнишь, зачем я я несколько например? раз подобного рода пыталась запустить на группе, там, типа, а вот мои любимые там мысли вслух, это вот такие. Ну, в общем, это иссякает после 5-10 этих самых, да, и в этом смысле, мое авторство, это выглядит, так себе. Вот. А вот если бы это там студенты могли запустить, Так, подожди. подожди. Так, можно это организовать как социологически, то есть мы же даже опросы делали. Да, ты знаешь объем ответов этих опросов? Это... А там не галочками надо было выбирать, да? Да не важно, Ну ладно. не открывают их даже. Так что Ну ладно. это отдельная Да, история. попробую. У меня, правда, конечно, по Могилевским лекциям я так вот покопался, более такой субъективный Так сделай материал. пожалуйста. Ты можешь... Ну, сейчас пока еще просто чем больше инфоповодов хороших и разных, тем лучше. Это с этим сложно не согласиться, какие бы они ни были, наверное, это все будет хорошо. от разных имен. В смысле, от разных. От разных, естественно. А если говорить- Собирать Да. общую креативную группу, я понимаю, что у меня особо никто не горит желанием. Я просто не представляю. А что там делать? Я- Задача какая креативная группа вменяется?
Какая им задача меняется? Во-первых, попытаться, что называется, набросать, скорее так, границы ответственности получится. Кто бы что мог из себя изобразить для того, чтобы продвинуть либо идею школы конкретно, либо идею университета вообще. В каких формах? Просто почему, мне кажется, это важно делать, ну, как бы не просто там написать игры, допустим, сказать, вот, на креатив что-нибудь. Просто люди, ну, тогда склонны относиться к этому, там, или отодвигать на дальний ящик куда-нибудь, или просто, там, а что я могу такого накреативить, собственно говоря. А если вот собрать их вместе, то, возможно, произойдет этот эффект заезжения друг от друга. То есть, если начнут набрасываться какие-то креативные идеи вот, в обсуждении, как вот мы сейчас, собрались, в общем-то, серьезные люди, которые обычно с занудством обсуждают всякие занудные университетские темы, а сейчас, в общем-то, вот, наперебой что-то друг другу там креативят, какие-то сумасшедшие предлагают идеи. Вот. Это что же вот начинается эффект заезжения от совместного действия? Ну, пока звучит так, типа, давайте соберемся, заедемся и глядишь, что-нибудь получится. То есть... А то он и креатив. Ну да. Ну, его я просто запланировать совсем. Ну, просто я работаю как бы креативным директором, у меня вот есть задача, и я не просто сижу там креативлю, а вот есть задача, я ее решаю, и это и есть креатив. Задача есть. Задача есть создавать креативные материалы за вот этот месяц, чтобы рекламировать деятельность школ и... Ну, их не только создать, но и самим еще и... И самим выступить в качестве первичных каналов, либо предложить другие каналы, кроме себя лично, через которые это можно было делать. То есть, понятно, что если это, например, пишет текст Бабков, это будет не только на его там условно блоге, это тут же перепечатает и та же наша Нива, и еще какие-то ресурсы, кто его там... Окей, цели креативной группы, как мы можем поучаствовать в продвижении, там, и наборе на новый учебный год? Ну, в принципе, можно было бы собраться. То есть вопрос, когда. То есть, ну, давайте кинем клич, как бы выделим время и. Тут сложно кидать клич, надо, мне кажется, сразу отобрать всех людей, кого вообще стоит приглашать, обратиться к ним персонально. Я имел в виду среди аудитории, вот, кто у нас в рассылке этой. Безадресное обращение имеет низкий коэффициент эффективности. По себе сужу. Ну, есть обращение такое, я иду, а кто со мной? То есть, и, ну, не для интима. Понятно. Ладно, так вы возьмите свет? Ну, Я бы мог, допустим, Иван готов в этом поучаствовать? Мне важно время, то есть, потому что я довольно... Мне тоже важно время, потому что я тоже точно так же... Ну вот суббота. Каждая... Договоритесь вдвоем, а остальных тогда это самое. Ну, позовете адрес, на кого еще нужно. В субботу у нас здесь в час, если я не ошибаюсь. В принципе, мы друг другу не мешаем. У нас в час встреча, если состоится с экспедиторами нашими. Это не важно, это можно собраться у Архангельского где-нибудь. У нас как бы куча места, я просто про там наши еще какие-то ограничения. Но если бы вы часиков 3, например, договаривались, было бы просто идеально. То есть, Оксана, это вы тоже будете принимать участие, я так понимаю? Ну, не знаю, меня-то адресно никто не звал, поэтому я даже не имею шансов пока подумать. Оставляю себе возможность. Ну что, суббота в 3 часа. То есть вы вдвоем договорились? Я еще думаю. Ладно, давайте это отложим на подумать, у нас еще осталось... Нет, в любом случае нам придется сразу обсуждать несколько дат, несколько времен, чтобы люди могли договориться. И ориентироваться на то время, которое будет максимально подходить большему числу людей. Если нас всего двое, как бы, я бы просто это, типа, подходит, все остальные, кто соберется, с теми будем В креативить. режиме времени. Да. Так, Таня, по ближайшему. То есть я так понимаю, что 5-го объявка появляется. 5 ноября появляется объявка на туре, которая заканчивается 5 декабря. То есть это послезавтра. Да.
Как бы делаем ли мы тогда что-то с этими соцсетями, с этим продвижением? Или мы ждем чего-то более креативного, или мы работаем с этим? Я бы попробовала сразу, ну, то есть, как только Нажав появляется... кнопку «Лайк». Да. Все, что нужно, это подготовить Ну, небольшой лайк, пост перепост. на официальной Ага. группе, и после этого дать всем сигнал, что ну, Жмите, да. приступаем, да. Лучше Тогда для этого надо заранее договориться Ну, с людьми. Да, то есть завтра нужно про это написать, как бы, ну, в смысле написать, ну, в общем, договаривание должно быть завтра, все, разберемся. Хорошо. Мы с тобой тогда... только лучше в рабочее время, чтобы... Конечно, да. Окей, тогда мы пытаемся это сделать на этом объявлении, а дальше смотрим по этому самому. Ну, или может, я просто не знаю, во сколько я там в четверг успею это все выставить, можно в пятницу запустить, ну, перепост. Ну, просто. Ну и когда там, в личных сообщениях Думаю, будешь, какая фоточка там будет. будешь предлагать ну, сделать репост, старайся не копипаст делать, а то Facebook может решить, что ты спамер и забанит. Ну, то есть немножко индивидуальные сообщения писать там. Ну, там, приветствую, Иван, как бы там, ну, Ну, ясно, хоть да. какую-то часть изменять, чтобы не попасть Ясно. в спам-лист. Хорошо. Так, по ближайшим планам тогда у нас все понятно. Да? Ну, хорошо. Ну, давайте, может быть, единственное оценим, что вообще вот из того, что там намалевал Иван, реально может делаться по нашим временным и человеческим ресурсам. А что можно сразу отбросить, как... Все, может делать просто вопрос... Ну, вот, допустим, YouTube-видео, вот, это реально ну, может делаться, и кем и когда это может делаться? Ну, собственно говоря, это может делать только одним человеком, который у нас работает. Андрей что-то делает, или кто? Янский. Ну, я не уверена, что это имеет смысл делать. Но я еще про это подумала. Ну, некоторые эти музыканты, у них там загружены их видео, и они когда концерт проводят, ну, он типа на дату, там появляется такое объявление, а вот следующий концерт тогда-то. Ну, не знаю, насколько это эффективно, но они делают так. Другое дело, что может у нас там, не знаю, 100 просмотров в неделю, и Ну, просто да. овчинка выделки не стоит. Да, так, ну их, ну, может, сейчас не 100, но там 150. И с географией там всего. И главное, что это все те же, которые ну, как бы заходят там на сайт, заходят на Facebook, ну то есть... Ну, те, которые заходят, вроде уже должны были отсмотреть. Кстати, Особенно если вот это... что можно использовать, есть подписчики канала YouTube. Да, и есть. можно небольшенькое видео выложить, что мы объявляем новый набор там. Ну его тут вот снять надо. Ты его вообще как бы не запариваться, там на телефон можно снять. Меня? Селфи. Ну а кого? А кто у нас как бы лицо? Ходишь по этому. Дорогие, Ну, понимаешь, вообще, участники. всех можно, все школы могут по полминуты иметь, сказать что-то. Могут. Но для того, чтобы все школы могли иметь, это значит, нужно Чего? договориться с этими... Все. Таня поднимается по этой лестнице. Каждого Говорит, попросить в открывай течение эту недели дверь. появиться, это снимается, потом монтируется в один ролик. Блин, Давайте. я предлагаю взять, снять и тут же залить. Вот, не знаю, 2 часа на все. Для этого нужно собрать 5 человек. Зачем На собирать? это нужно 2 недели. Подождите, Мацкевич, кажется, уже что-то залил туда, там снял. Это вообще техническая функция. Если подписываются на наш канал лояльная нам аудитория, им не надо устраивать там, ну, как бы, салюта. Мне только, знаете, шляпа нужна. Треуголка. У меня все уже есть. Из Не, Хогвартса. футболка, из Хогвартса. Говорящая вам или обычно? Не, мне можно обычно. Ну, хорошо. Принесу в субботу. А у тебя есть? Ну, у меня есть, так, ну, не острая, а такая, ну, с широкими полями. Подойдет? У нас есть Дима. цилиндр Гиннесса. Нет. Не пойдет? Ладно. Здрасте. Ладно, я А подумаю. вы приносите все, а она будет это Ну, примерять из и бумаги можно отбрасывать. сделать Примерять и всегда. Ой, отбрасывать. это бумаги можно сделать. Хорошо, ладно. Вот. А так все остальное, ну, как бы, все это, в общем, будет делать. Единственное, что, ну, вопрос объем. Ну, в смысле, какие события, какие соцсети. Ну, я попрошу тебя, Иван, посмотреть эти сети, в которых ты там где-то подписаны. Может быть, какие-то, в которые бы имело смысл группы. Да? Потому что все, что я вижу ценного и полезного, но это страница. Если ты просишь, что Нет, оно... со страницами пользуется тут успехом. как бы это не, ну, такой не очень хороший вариант. То есть, Ну, да. то есть если есть
в принципе, вот если вы договоритесь с кем-то в медиа, у них у всех есть страница, ты сразу проси и запостите там, ну или сделайте репост нашего там в своих соцсетях. Вот об этом имеет смысл, ну, чтобы 2 раза не договариваться. То есть, ну, у Ситидога большие сети прокачанные там. Ну, сейчас во всех, наверное, имеют свою, или в Фейсбуке, или ВКонтакте, или еще где-то. Ну и мне бы хорошо подборку этих событий чужих, куда бы имело смысл подойти с флайерами, и людей, которые готовы подойти с этими флайерами и пораздавать. Потому что у меня будут про школу, просто про 4 школы. Я тоже Хорошо. пишите вечером, что мне тоже важно время, когда и какой день. Вот, между прочим, Не, про флайеры раздать. Вот Еклаб через кофебокс распространяли свою рекламу.